Здравствуйте, меня зовут Екатерина Михайлова. Это интервью недели на канале ГРТ о проделанной работе и планах законодательного органа Гагаузии, о перспективах сотрудничества с центральными властями. Об этом и не только в интервью с Николаем Орманжи, заместителем председателя Народного собрания Гагаузии. Николай Николаевич, здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый день. Ну и, во-первых, я хочу поздравить вас с наступившим новым 24-м годом и наступающим старым Новым годом. Ну и, конечно же, одним из самых главных праздников для православных верующих – это с Рождеством Христовым. Ну, а теперь о делах насущных, вернее, о климатических условиях последних дней. Это снегопад и морозы. Вы входите в комиссию по чрезвычайным ситуациям. Как рапортовали члены комиссии, с работой справились все службы. И вот новый прогноз: в Молдове снова немного похолодает и пойдет снег. Расскажите, как обеспечивалась согласованная работа с другими органами и службами? Какие ресурсы и средства мобилизовались для обеспечения безопасности населения и сегодня мобилизуются на данном этапе в период устойчивых морозов? Добрый день, уважаемые жители Гагаузии. Пользуясь случаем, тоже разрешите мне поздравить всех наших жителей с новогодними праздниками, с Рождеством Христовым. Пожелать крепкого здоровья, в первую очередь, терпения и, самое главное, чтобы мир царил в нашей Гагаузии, в нашей республике, и мир был в семьях, благодать, и надеюсь, что год 24 будет лучше, чем 23. И хочу сказать по поводу погоды. Меня лично радует эта зима, уже второй обильный снег. Да, я являюсь членом комиссии по чрезвычайным ситуациям в Гагаузии. Комиссия несколько раз уже заседала, когда объявляли, что идет погода, что меняется погода, что будут снегопады. Финансовые средства и готовность дорожной службы есть, но у нас, как выявилось, маловато специальной техники и не успевают мобильно исправить всю ситуацию. Кроме этого, после первого снегопада выявилось, что мало бригад у электриков для того, чтобы они быстро подключали свет в населенных пунктах. Но когда был первый снегопад, это было еще взаимосвязано, что были дороги, которые соединяют с национальными трассами, заблокированы, и просто мобильные бригады электриков не могли проехать в ряд населенных пунктов. И были населенные пункты, которые ждали эти были бригады. Изолированы, и да? Изолированы были, и более суток были без света. Мы после этого опять собрались, выявили все наши недостатки, а когда вот сейчас был снегопад, вроде бы ситуация была под контролем и не сильно у нас замело. Но по сегодняшний день есть проблема, что на обочинах снег тает, ночью замерзает и гололедица. И очень хотел бы призвать всех водителей, пешеходов быть более внимательными и выезжать только по мере острой необходимости. И все же вот сейчас морозы такие, довольно-таки давно у нас не было таких морозов, пусть даже минус 10 и ниже, тем не менее это ощутимо для жителей юга Молдовы. Есть люди, которые ограничивают себя в отоплении своих помещений, и есть люди, которым, наверное, сегодня
вынуждены находиться на улице. Но есть такие, не на юге, я имею в виду в целом по Молдове, есть такие, которые остаются без жилья. Вот по отношению к таким социально уязвимым, скажем, слоям населения, какие меры предпринимаются с тем, чтобы люди были в безопасности? Ну, мы продолжаем выплату. Вот в ноябре и в декабре были выплаты за зимний период. В ноябре 200 лей, в декабре 500 лей. Это с гагузского бюджета на отопительный период. С 1 января в бюджете также заложено на первые 3 месяца. С 1 января по 31 марта выплаты в месяц 8 категориям, согласно нашего закона, выплаты по 700 лей ежемесячно. Это что касается отопительного периода. Кроме этого, конечно, местные органы власти выявляют те семьи социально уязвимые, которые нуждаются в дополнительной помощи, выделяются им дрова с примарии и могут оказывать материальную помощь данным семьям, когда они обращаются. Ну и каждый депутат Народного собрания имеет свой резервный фонд и тоже может помочь данным категориям. Самое главное, чтобы люди предоставили документы, предоставили заявление и обратились или в примарию. У нас также есть и при райадминистрации комиссия, которая тоже распределяет порядка 3,5 миллиона лей, по-моему, если мне память не изменяет, тоже на материальную помощь данным слоям. То есть, если люди оказываются в тяжелом материальном положении, есть куда обращаться, и все органы местного публичного управления, и депутаты, и исполнительный комитет должны реагировать и помогать жителям. Я думаю, что так и происходит. Николай Николаевич, вы затронули вопрос о резервном фонде. Действительно, у каждого депутата НСГ есть резервный фонд. А вот как он распределяется, зачастую это становится невозможно узнать об этом. И конкретно ваш резервный фонд, фонд Николая Орманжи, депутата от избирательного округа села Котовское, как был распределен в 2023 году? Кто к вам обращался за помощью? Я понимаю, что ваш резервный фонд, в отличие от ваших коллег, значительно меньше. Да, резервный фонд утверждается при утверждении бюджета. Он делится на 2 части. Большее количество средств остается резервный фонд исполнительного комитета, а часть средств, порядка 2,4, по-моему, мы утверждали, Народное собрание, распределяется согласно жителей в данном округе, откуда данный депутат. У меня порядка 1000 жителей в селе. Я в 2023 году имел резервный фонд 13 400 лей, по-моему. Люди, когда обращаются, предоставляют документы. Обычно это связано с ухудшением здоровья или операцией, или одинокие пенсионеры обращаются. Но я выделил где-то около 8 семей получили с моего резервного фонда небольшую помощь. Кроме этого, я еще выделяю помощь для организации и проведения храма села. Туда большую часть резервного фонда направляю туда, для того, чтобы помочь организовать там стол, или есть необходимость, помогаю также церкви, потому что церковь отделена от государства, и из других фондов туда тяжело помочь. Или надо из личных средств, или из резервного фонда. Помогаем.
Ну, село Котовское, да, малочисленные населенные пункты, тем не менее, есть там люди, которые прославили Гагаузию, и не только Гагаузию, но и Молдову в целом. Это и певцы, это и спортсмены. То есть определенные успехи были и будут, уверена, у жителей села Котовского. Однако есть такой факт, что в этом 24 году исполняется селу Котовскому 100 лет. И это знаменательное событие, которое, уверена, не останется без внимания. И уж тем более вашего, Николай Николаевич. С какими успехами, с какими достижениями входите в новый этап развития вашего населенного пункта? Вы знаете, наше село, материнское село является село Кангас, как и село Кангащик. 100 лет назад наши прапрадедушки, кстати, основателем нашего села является мой прапрадедушка по линии матери. Его фамилия была Душков, звали Кирилл Иванович, он 1860 года рождения. Он имел там свои земли, он занимался овцами, приехал туда с 3 сыновьями. Один из сыновей, звали его Иван, это мой прадедушка. И построил этот Душков Кирилл Иванович. Мой дед носит тоже его имя, ныне покойный уже тоже Душков Кирилл Иванович. Это, получается, внук того дедушки, который основал наше село. Он построил 3 сыновьям. Одного звали Степан, одного Илья, одного Иван. Построил 3 дома и потом опять переехал в свой родительский дом в селе Кангас. И он похоронен в Кангазе, а эти дедушки сыновья остались, продолжили. А потом это было связано еще с земельной реформой. Тех лет наше село считается основанным, то есть первое в архивах первая озвучка, что есть такое село, это 1924 год. А по истории, по рассказам наших дедушек, село раньше чуть-чуть образовалось. Если говорить о достижениях, да, мы в этом году готовимся масштабно, уже полгода мы готовимся к этому. Я бы хотел оставить в секрете. Интригу создать, да. Мы готовимся отпраздновать масштабно в июле месяце на храмовый праздник. Но один из секретов могу раскрыть. Готовится к изданию «История села Котовское». Будет издана книга, и будет роздана каждый двор, чтобы имел книгу. И по приезду гостей в село можно будет дарить эту книгу гостям. И намерены отпраздновать более масштабно. И не 1 день, а 3 дня. Как принято у гагаузов, да? Да. Кроме этого, у нас очень трудолюбивые люди живут. Я был избран первый раз в 2002 году, в ноябре месяце, по-моему, но приступил к работе мы в 2003 году. Это был 3-й созыв. В селе было очень много проблем. От слова «очень». У нас в селе было только 4 телефона. На все село. На все село. У нас отсутствовал интернет, у нас отсутствовали дороги, у нас не было газа, не было водопровода. Руководители хозяйства часто менялись, не выплачивали заработную плату, не выдавали за квоты. Одним словом, была куча проблем. Слава Богу, на сегодняшний день мы, я считаю, что выполнили практически все поставленные перед нами задачи. У нас и газ есть, и вода есть, и телефоны сделаны, и интернет есть, дороги. И у нас 2 глобальные проблемы есть. Это связать национальную трассу
Кангас Котовская в черном варианте. Часть в этом году была Черная, это имеется в виду асфальтированная? Да, асфальтированная, да. Осталось с перекрестка до начала села Кангас по улице Калинина 6 километров 100 метров. Но она находится на балансе республиканских дорог, и не можем мы еще добиться, потому что эту дорогу должны делать с республиканского бюджета. Это одна глобальная проблема. И вторая глобальная проблема – это канализация в населенном пункте. И вот я уже избрался сейчас на 8-й созыв в 5-й раз подряд. 5-й мандат исполняю. Самое большое достижение, я считаю, что мне удалось объединить наше село, потому что очень было раздроблено, много политики было, много грязи было. Руководители, бывшие руководители сельскохозяйственных предприятий натравливали людей друг против друга. У нас сейчас село объединенное, и когда нам удалось объединить село, и мы начали работать, примар, депутат, руководитель сельхозпредприятия, директор школы, садик, пенсионеры. Мы объединили, и все проблемы садимся за стол и решаем. И таким образом надеюсь, что в будущем у нас все так же будет, и проблем не будет в этом плане. Николай Николаевич, вы сказали, что две глобальные проблемы – канализация и дорога. Коль дорога на балансе автомобильного агентства, вернее, агентства республиканского, то эту проблему с канализацией можно решить. Но, знаете, все-таки, наверное, самым главным достижением может являться тот факт, что люди остаются на месте. То есть, да, открытие рабочих мест на селе – это довольно сложное дело, и тем не менее есть возможность жить в селе и дальше оставаться в этом населенном пункте. Вы знаете, когда... Удалось ли вам сдержать молодежь, и как это делаете? Нет, к большому сожалению, как и везде, у нас тоже есть отток молодежи, у нас демография падает, у нас меньше стало деток в садике и в школе, как и везде. Я вижу, сейчас не буду говорить как депутат села Котовская, как депутат Гагаузии, для того, чтобы решить эту проблему, я думаю, что мы часть социальных программ, которые финансируются через бюджет, или перевыполнение бюджета мы должны уже направлять, вот как резервный фонд делится на жителей, мы должны создать экономический фонд в Гагаузии для того, чтобы распределить на села. Кстати, законопроект я уже подготовил. Скоро мы, есть процедурные моменты, запустим данный законопроект, который предусматривает выделение финансовых средств для помощи. Люди, которые остались, им надо помочь в написании проектов своих, реализации свои крестьянские хозяйства, если он хочет теплицу построить, если он хочет купить каких-то 10-20 коров и заняться То есть развить малый бизнесом. бизнес на селе. Да, малый бизнес. И вот таким людям надо помочь именно с этого фонда, чтобы он составлял 50% вкладывает сам человек, и 50%, чтобы и дальше органы местного публичного управления должны контролировать, чтобы эти деньги имели развитие. Мы должны этих людей освобождать, дать им коридор в течение 3 лет, освободить их от налогов, дать возможность
чтобы эти люди встали, так скажем, на ноги, и после этого они будут еще пополнять бюджет данных населенных пунктов. Это одна проблема решается. Вторая проблема решается, что эти люди уже остаются у нас, и они работают, они открывают сами себе рабочие места своим друзьям, 2-3 рабочих места. Это очень важно. И я думаю, что мы должны от социальных программ уйти уже и создавать базу экономическую во всех населенных пунктах. Потому что люди стареют, молодежь уезжает. Если мы это не сделаем, то у нас создаются серьезные проблемы. Ну а теперь о законотворческой вашей деятельности, Николай Николаевич. 2023 год, вернее, конец года стал переломным в работе межпарламентской группы. Она приостановилась на неопределенный срок большинством голосов депутатов НСГ. Вы, помнится, первым заявили об этом на этом заседании. Поводом для принятия такого решения стали поправки в налоговый кодекс Молдовы. Вы не изменили своего мнения и по-прежнему ли подвергаете сомнению реноме ваших коллег, что рабочая группа является единственной переговорной площадкой? Вы знаете, я являлся членом от Народного собрания межпарламентской комиссии. Мы довольно активно работали. Но прошло 2 года работы. Мы в самом начале приняли решение и утвердили программу. Мы разделили наши вопросы, которые есть между Камратом и Кишиневым, на 3 раздела. Есть политические вопросы. 3 блока, да? 3 блока, да. Есть экономические вопросы и есть, так скажем, взаимодействие с правительством. С исполнительными органами. С исполнительными органами власти, да. Нас больше всех интересовало, чтобы мы разрабатывали данные законопроекты, которые решили бы наши проблемы. Мы ставили такую задачу обезопасить закон об особом правовом статусе, придать этому закону или особый статус, или закрепить его в Конституции. Это стратегический момент был. Потом второй момент мы говорили по поводу закона о прокуратуре. Потом мы говорили о разграничении полномочий, потому что практически наши полномочия потихонечку с каждой реформой отбирают, и все переподчиняют центру, да. И вот 2 года мы говорили, и я понял, что все, что мы говорим, они делают наоборот. И я пришел к выводу, что да, мы должны быть дипломатами, мы должны терпеть, доказывать, обсуждать. Но я очень сильно разочаровался в этой работе, потому что за нашу деятельность после апреля месяца, после башкирских выборов, и они до сих пор отбирались. И отбирались до правления ПАС и другими партиями, но было как-то не сильно. А сейчас, что ни месяц, какой-то сюрприз нам предоставляют. И вы знаете, когда вот в 6-й раздел налогового кодекса внесли изменения и забрали, до сих пор отбирали полномочия, а сейчас залезли к нам в карман и отобрали порядка 150 миллионов лей из 460 миллионов собственных доходов, которые собираются в Гагаузии. НДС – один из основных налогов, которые
у нас есть более 23 видов налогов, которые остаются тут, но основные, которые приходят, это НДС, и раньше он назывался налог на прибыль, а сейчас он называется подоходный налог с юридических лиц. Вот эти два вида налогов, которые формируют основную часть, порядка 80% из этих 460 миллионов, которые мы собираем на месте. Вот сейчас с НДСом это минус будет практически порядка минус 150 миллионов лей. Все наши социальные программы, это питание в школах, в садиках, это выплаты школьникам. Все вот эти наши программы, их более 20 программ социальных, которые финансируются с бюджета Гагаузии, составляет около 180 или 190 миллионов лей. То есть вот этим действием они бьют, и вот после принятия без согласования межпарламентской комиссии я принял решение уйти, потому что я видел, что эти господа принимают решения на уровне своей фракции. И вообще, я давно хотел сказать это выражение, у меня сложилось впечатление, что нынешняя действующая власть в лице партии ПАС не прочитала, то есть депутаты парламента не ознакомились с законом об особом правовом статусе, и их понятие по существованию автономно-территориального образования нашей автономии, это вот мы вам разрешаем говорить на гагаузском языке, а все остальное как в Чимишлийском, Ханчерском и Берчанском районе. Вот кроме этого у нас в их понимании других отличий нету. Но я бы им порекомендовал бы все-таки прочитать закон и исполнять данный закон, принят тоже парламентом Республики Молдова. То есть работу этой межпарламентской группы вы в скором времени не видите? Вот мы сейчас пытаемся через Конституционный суд, чтобы они отменили. То есть вы направили? Да, мы направили. Мы сейчас даем повторно, даем запрос в Конституционный суд. Когда мы подали вот этот иск, они должны были, согласно нашего закона об особом правовом статусе, приостановить действие данного закона, 6-го налогового кодекса, до принятия решения Конституционным судом. А они даже не рассматривали, отказали в этом. Сейчас мы еще раз подаем, чтобы они приостановили, потому что у нас немножко получается коллапс в бюджете. Очень, вообще правовой коллапс. Очень тревожная ситуация с нашими экономическими агентами, которые занимаются экспортом, потому что они являются плательщиками и получателями этого НДС. Мы собирались в Народном собрании, мы инициировали, собрались с ними. Мы их выслушали, сказали свою позицию и попросили до 20 января, пока мы разбираемся, если у нас ничего не получится, то придется нам в Народном собрании собраться, внести изменения в бюджет, потому что у нас это не предусмотрено в 2024 году. И придется платить, потому что эти экономические агенты по-другому перерегистрируются в другом, и мы можем больше потерять. А дальше будем отстаивать свою позицию в Конституционном суде. Если у нас это даже не получится, мы намерены обратиться уже и поехать в Страсбург, поехать в Брюссель. Насколько мне известно, Николай Николаевич, вы уже обращались в Европейский суд по правам человека? Мы обращались в Республике Молдова. Мы сейчас хотим обратиться туда, потому что мы не можем найти тут защиту.
Кстати, гагаузский закон об индивидуальном предпринимательском патенте год назад находился в апелляционной палате, однако о его отмене или продлении ничего не было слышно, хотя затянулись сроки рассмотрения. В суде рассматриваются они. То есть вот это лишь известно на данный момент об этом, да? Да. Гагаузия должна искать поддержки у международных структур. Это были ваши слова на том заседании НСГ, когда принимали решение о приостановлении работы межпарламентской группы. Однако ровно год назад, 10 января, вы с коллегами-депутатами НСГ встретились с послом США Кентом Локсденом и тогда обсуждали проблемы, касающиеся взаимоотношений Камрата и Кишинева. Год прошел, проблемы стали острее, вопросы нерешенными. Какие планы, какие варианты плана действий вы рассматриваете сейчас? Вы знаете, я вам скажу, не только 10 января 2023 года мы встречались с послом Америки. У вас были и с европейскими послами встречи? Нет. Мы с послом Америки встречались еще несколько раз. После этой встречи, да, в Кишиневе. И встречались после принятия парламентом данного законопроекта. Встречались тоже с послом США, с послом был посол Евросоюза. Вместе встречались, объясняли, приводили свои доводы, говорили, что этого нельзя делать, очень сильно пострадает Гагаузия. Они вроде бы понимают, вроде бы нам пообещали, что попробуют переговорить, будут искать варианты решения данного вопроса, но по сегодняшний день вопрос не решен, и меня очень серьезно беспокоит, как мы выйдем из ситуации с бюджетом. Конечно, больше всех у нас и в Народном собрании голова болит, но исполнительный комитет тоже должен искать варианты, чтобы мы не прекращали действия наших социальных программ, но искали варианта решения. Не знаю. У меня есть надежда, что мы добьемся все-таки отмену данного раздела 6 по возврату НДС. Да, 23-й год стал таким, нехорошим в этом плане. В результате принятия поправок в налоговый кодекс, как вы говорите, 150 миллионов леев из бюджета, можно сказать, уплыли. Устранили Центральную избирательную комиссию в Гагаузии депутаты. До сих пор блокируется вопрос назначения главного прокурора Гагаузии. Вулканежский суд перешел в Кагул. И вот все чаще стали говорить сегодня об угрозе закрытия ГРТ, общественной телерадиокомпании. Может, уже сейчас следует сделать какие-то конкретные и действенные шаги, чтобы не допустить такие вот радикальные меры? Да, кстати, сегодняшняя власть говорит, что вот эти действия, то, о чем вы перечисляли, происходят сейчас, именно после того, как выбрали Башкана. То есть увязывают это с избранием Башкана? Но по прокурору, по ЦИКу, это... По Вулканежскому суду. По Вулканежскому суду. Это делалось до апреля месяца. И только вот этот НДС сейчас, то, что они приняли, это после избрания Башкана. И это вот эти причем, что накануне, за день, за 2 до инаугурации Башкана это случилось. Да, терок партии ПАС и партии ШОР. Я еще раз повторяю, что сегодняшняя власть не хочет реализовывать закон об особом правовом статусе Гагаузии. У них понятие: ребята, мы вам разрешаем на территории Гагаузии говорить на гагаузском, но учите молдавский язык. Вот их понятие закона об особом правовом статусе и их понятие, что такое автономия. Только лишь к большому сожалению.
Языковой компонент, не более того. Я думаю, что они должны все-таки вернуться в правовое поле и выполнять требования закона об особом правовом статусе. И я вам скажу еще более. Вы знаете, что в этом году в Кишинев и в Гагаузию они раньше давались спецтрансфертами через управление здравоохранения. У нас есть персональные социальные ассистенты, то есть это родственники, которые имеют лежачего человека и смотрят за ним. Они были оформлены как работники и получали заработную плату. Вот с 1 января муниципий Кишинев не дали денег на содержание этих персональных ассистентов, и Гагаузию. Опять сказали: Гагаузия, у вас есть деньги, платите. Хотя они заложены в трансфертах, которые перечисляются непосредственно... В прошлом году они перечислялись спецтрансфертами с республиканского бюджета. В этом году они сказали: ищите у себя деньги и платите этим людям зарплату. И если вы помните, пару дней назад ПАС делала флешмоб перед примарией муниципия Кишинев. Это связано с этим вопросом. Потому что муниципий Кишинева тоже сказали: у вас есть деньги в бюджете примарии Кишинев, платите зарплату своих денег. И Гагаузия, а все остальные районы получают спецтрансферты. Считаете ли вы, Николай Николаевич, что Гагаузию снова ждут такие вот серьезные финансовые затруднения и проблемы? Еще острее, нежели в 23-м? Вы знаете, у нас всегда были проблемы при утверждении бюджета. Мы всегда спорим. Ну, кстати, надо отдать должное, что в этот раз бюджет был принят быстро. Да, мы всегда есть боязнь, что мы не соберем все виды доходов. Но бюджет, принятие бюджета и вообще закон о бюджете – это закон, который всегда... Его надо каждые 3 месяца анализировать и вносить. Это живой закон, который требует постоянного вмешательства, каких-то корректировок, каких-то изменений. И если у нас будут какие-то трудности, я думаю, что совместно с исполнительным комитетом мы будем вносить какие-то корректировки, будем отстаивать вот по НДС, и надеюсь, что будем держать руку на пульсе, и все будет у нас хорошо. У нас нет еще информации по поводу исполнения бюджета за 2023 год, чтобы мы имели картину, потому что бывают обычно свободные остатки. Может, из этих свободных остатков мы часть проблем решим с нашими экономическими агентами по НДС. И будем думать, как выходить из положения. Я думаю, что с бюджетом мы разберемся. А самое главное для наших жителей – чтобы мы были сплоченные, чтобы мы жили в мире и согласии. Кстати, о сплоченности. 2 февраля в 2014 году в Гагаузии проводились референдумы, да, консультативные, да, законодательные. Тогда сплоченность была очевидной. Спустя ровно 10 лет, буквально через 3 недели, как вы оцениваете ход развития Гагаузии после референдумов? И я имею в виду сейчас, знаете, что относительно съезда депутатов всех уровней, который должен был состояться осенью, однако был отменен, вернее отложен на неопределенный срок, вот на фоне референдума в 2014 году, который был организован вопреки, перенос даты съезда на неопределенный срок смотрится крайне неоднозначно. Вы не находите? Нет, мы этот съезд отложили. Мы в любом случае нам придется проводить этот съезд. Но я хотел отметить, что к большому счастью
жители Гагаузии, когда настают очень тяжелые времена, умеют сплачиваться, умеют объединяться и решать проблему. К большому сожалению, есть политические течения, которые влияют, и на наших заседаниях видно, что ряд коллег иногда перебарщивают с выступлениями, с поведением, Ну, вы знаете, законодательный орган, как вы сказали, о законе о бюджете, вернее, о документе о бюджете, тоже живой организм, который бывает интенсивным. Мы должны говорить, мы должны спорить, но после многих заседаний мне очень тяжело на душе из-за простого банального поведения, понимаете? Если мы должны спорить, у нас есть площадки, комиссии, публичные слушания. Есть, в конце концов, кабинет. Если кто-то из коллег кому-то хочет, мы можем друг другу высказаться. Мы не должны вот это выносить на показ всему миру. У нас, да, открытые заседания, но я считаю, что мы должны быть немножко мудрее и скромнее. И более аргументированными в своих убеждениях и доводах. Да, и мы должны соблюдать немножко регламент. Есть, дается вот выступление. Сейчас, Николай Николаевич, вы не должны немножко, вы просто должны соблюдать Мы должны соблюдать регламент. Да, но некоторые коллеги просто не соблюдают. И может, они его не читали, может, следует требует... все-таки тоже нашим депутатам ознакомиться с тем, как проходит Нет, они заседание? прекрасно это знают. Некоторые коллеги делают себе ролики для социальных сетей. Вот мы подходим к тому, что на заседаниях Народного собрания. Я считаю, что это нельзя это делать. Мы должны конструктивно работать для решения проблем, которые есть у нас в Гагаузии. Для принятия каких-то постановлений или внесения изменений в закон, или сами законы. Но хотелось бы лучше, потому что тяжело. Лично я это переношу очень тяжело. Мне иногда стыдно. Наступил Новый год. Каким он станет, 2024? Об этом, конечно, время покажет. Но вот законодательные инициативы, которые возможно или предполагаются для улучшения нынешнего законодательства и совершенствования правовой базы региона, какими они, на ваш взгляд, быть должны, эти инициативы? Тем более, что вы уже упомянули, что разрабатываете сейчас закон об экономическом фонде. Нет, это как конкретно он будет называться? Закон об экономическом развитии населенных пунктов Гагаузии. Который предполагает создание экономического фонда. Он уже, проект готов, скоро будет зарегистрирован. То есть и автором являюсь я, да. Это одна из инициатив, которая будет. Я вообще считаю, что мы, если будем иметь какие-либо финансовые средства в Гагаузии, мы должны направить на создание, увеличение, помощь экономическим агентам, которые находятся в населенных пунктах, в городах. Мы должны помогать тем людям, которые остались, еще не уехали, которые хотят работать у нас тут. Мы должны частично субсидировать и помогать, и создавать более-менее стабильную экономическую базу населенных пунктов. Мы этим много проблем решаем. А у нас сейчас проблема демографии, проблема выезда молодых людей, которые на самом деле готовы работать, так скажем, самые трудоспособные уезжают. Наше население стареет, и у нас пустеют детские садики потихонечку, школы. Хотя условия создаются, да? Условия практически во всей Гагаузии, и школы, и садики, все сделали ремонт. Мы закончили программу с санузлами в школах, в садиках. Но у нас демография идет вниз, у нас отрицательное рождение и смертность. Это очень тревожный сигнал.
И мы должны все усилия приложить для того, чтобы мы исправили эту ситуацию. И есть надежда, что у нас это получится. Хотя очень сложно сегодня работать с республиканскими властями, потому что мы чувствуем, что они нас не хотят слушать, и вообще у них представление об автономии, я уже ранее говорил, какое, к большому сожалению. И все-таки, Николай Николаевич, Очень надеюсь, что они изменят все-таки свое отношение к Гагаузии. Очень надеюсь. ну, учитывая тот факт, что Башкан Гагаузии до сих пор не утверждена членом правительства Молдовы, что Это является... тоже звено той же цепочки. Угу. Вот, ну, кто-то считает, что это нарушение закона об особом правовом статусе Гагаузии. Но вот, Это однозначно нарушение закона об особом правовом статусе, потому что там есть, я не говорю сейчас фамилию, четко прописано, что Башкан является по должности членом правительства. Точка. Ну, давайте я зачитаю. Статья 14, глава Гагаузии, указом президента Молдовы утверждается членом правительства Республики Молдова. Так звучит. И президент сегодня говорит, что у него рука не поднимается подписать такой указ. Ну, как эта рука не поднимается? Что мы должны исполнять закон, как депутаты, как президент, как депутаты парламента, как и все жители. Мы должны исполнять закон. Хорош он или плох, это другая сторона. Но мы должны все исполнять закон. А рука не поднимается, это что за... В таком случае, как долго будет продолжаться эта борьба гагаузского народа за свои права и компетенции? И все-таки сотрудничество с центральными властями быть должно, хотя бы чтобы укреплялись общие цели, достигались общие цели и укреплялись полномочия. Взаимодействие обязательно должно быть. Я даже думаю, если республиканские власти поймут, что они ошиблись и исправят ряд наших требований, мы готовы даже вернуться и продолжить работу в Мы же приостановили, мы не ушли оттуда, мы не захлопнули дверь, дверь еще открыта, но вот такими действиями, вот только вы даже сказали по поводу члена правительства, но нельзя терпеть такое противозаконные действия, когда центральные власти не хотят вообще исполнять закон об особом правовом статусе. Как будет меняться риторика, на ваш взгляд, отношений? Вы знаете, я сторонник... Вот мы объездили всех послов, говорим о наших проблемах. Были у наших турецких друзей, у посла несколько раз и с составом президиума. Но сегодня в мире сложная ситуация. Сегодня в мире, давайте не будем скрывать, идет передел мира. Конечно, Республика Молдова не может влиять глобально, но и в стороне оставаться тоже не может. В стороне оставаться тоже не может. И мы стали жертвой немножко геополитических процессов. И я вижу, что отстаивать нам придется, как уже говорил, и в Анкаре, и в Москве мы должны искать защиту, и в Страсбурге, и в Брюсселе, понимаете, потому что мы объездили тут все дипломатические миссии, которые аккредитованы Республике Молдова, мы пока не можем добиться, чтобы наши проблемы были хотя бы частично решены. Мы думаем, что надо выезжать уже за пределы Республики Молдова и искать правовую защиту нашей автономии в вышеперечисленных городах, которые я сказал.
Это и Анкара, это и Страсбург, это и Брюссель, это и Москва. Мы должны... А последний вопрос, Николай Николаевич. В начале января, 4 января, Народное собрание обратилось к министру экономразвития Дмитрию Алайбе с просьбой рассмотреть вопрос о выпуске в текущем году серии почтовых марок и цельных вещей юбилейных монет, посвященных 30-летию образования гагаузской автономии. Дата значимая, а вот ответ на какой рассчитываете? Ответ еще не получили. Ну, как бы рановато и все-таки. Надеемся. Получите положительно? Надеемся, что получим. Сказать свое мнение или Ну, давайте сказать как дипломат? Мы сейчас с вами встречаемся в эфире. Я надеюсь, что... Давайте я скажу свое мнение. Я думаю, что откажут. Думаете, что откажут, да? Потому что, к большому сожалению, сегодня мы бьемся, но везде слово «Гагаузия» для действующей власти как-то влияет, как морковка для зайца. Ну что ж, все-таки есть времечко, Николай Николаевич, о положительном поговорить. И очень коротко, к сожалению. Праздники все-таки грядут. У нас в Гагаузии особо чтут Васильев день или Старый Новый год. У вас есть возможность поздравить зрителей Гагаузии и всех тех, кто смотрит ГРТ, с этим прекрасным праздником. Да, у нас беседа получилась немножко такая не совсем оптимистичная, не совсем оптимистичная, но в любом случае мы все, действующая власть, будем предпринимать все усилия для того, чтобы нормализовать взаимоотношения и с Кишиневым, и с парламентом, и с правительством, и с президентом. Хотелось бы в это верить, но пока у нас это не получается. Но я хочу всем жителям пожелать крепкого здоровья. Это самое главное в этой жизни. И раньше мы как-то для связки слов говорили слово «мир», а сейчас самое главное – мир. Мир в семьях, мир у нас на территории Гагаузии, в республике. Для нас это важно. Да, есть проблемы. Эти проблемы или решаются попозже, но мы должны ценить и мы должны предпринимать все усилия для того, чтобы сохранить мир, что бы ни происходило. Я хочу пожелать всем жителям оптимизма немножко, чтобы мы были всегда сплоченными, чтобы мы ценили оставленные нашими предками наши традиции, наш язык. И хотелось бы призвать молодых людей, которые находятся в начале пути трудового, чтобы они были патриотами нашей Гагаузии, чтобы они побольше беспокоили власти Гагаузии и были более инициативными и настойчивыми для реализации своих планов у нас на территории Гагаузии. Вот такой добрый месседж от депутата Народного собрания Гагаузии от избирательного округа села Котовска, вице-спикера НСГ Николая Орманже. Именно с ним и сегодня было интервью недели на канале ГРТ. Николай Николаевич, огромное спасибо, что приняли наше приглашение. И большая благодарность всем зрителям ГРТ. Всего доброго. До новых встреч.